Вот он взорвал мое сердце. Я что, виновата, что он оказался чеченцем? Или кто виноват? Виноват ваш менталитет, виновата его семья, которая его таким воспитала, виновато его сердце, которое... Нашего информагентства, Амалия, разрешите вас поздравить с таким огромным изменением в вашей жизни. Да примет Всевышний Аллах вашу шахаду. Какое оно первое утро в исламе? Приятное. Я не знаю, понимаете, я не буду лгать, я не буду говорить, что я проснулась с другим человеком или у меня какие-то там необыкновенные чувства, потому что я вообще не люблю лгать, когда, если честно спрашивают, я честно отвечаю. Вы знаете, но, по крайней мере, неприятных ощущений или какого-то страха, или какой-то, что я что-то неправильно сделала, у меня точно нету. Поймите, не может человек, живя сегодня в одном облике, в одном понимании, и сразу раз и утром проснуться совершенно в другом. Поэтому, как говорят, степ-бай-степ, шаг за шагом. И я думаю, что я наверстаю то, к чему я, собственно говоря, обратилась, я наверстаю с каждым днем это все. Понимаете, уже то, что я сегодня с трепетом и вчера примеряла, как я надену платок, это уже о многом говорит. То есть я переживала даже не о том, что как я буду выглядеть, а я вживаюсь в него, понимаете? Я понимаю, что это уже часть моей жизни. А вот в какой момент вы осознали, что вот все, это мое? Как вы к этому пришли? Я, знаете, вам скажу, что я даже в магазине покупки делаю очень быстро. Я любые решения принимаю очень быстро. Я никогда не жую какой-то вопрос, там рассуждаю долго, мучаюсь. Я все время, вот мне надо здесь и сейчас. Да, конечно, такие мысли были, но они не были настолько ярки. Вот я не могла сказать четко, да, я хочу это сделать. Но я, если честно, я взяла из дома платье свое, которое я покупала здесь у Фердаус. И я знала, что я его не одену просто так. Что я его одену, если я буду принимать ислам. И поэтому и в последний день, мне сегодня улетать, я это решение приняла утром. Я позвонила Магомеду Хажи Ахмедовичу и говорю, я хочу принять ислам, и обязательно у вашего муфтия. Почему у вас я это делаю? Потому что вы религиозная республика. Вы очень религиозная республика, понимаете? И я вас настолько люблю и уважаю, что я могу на такие шаги пойти, да, хоть с башни прыгнуть, как говорится, только у вас. Потому что я не знаю почему, но я безумно люблю чеченский народ. Уж я, конечно, можно долго говорить, по каким причинам он завоевал мое сердце, но, скорее всего, вы и являетесь причиной того, что я приняла такое решение. В первую очередь, Юсуп, конечно же, причиной, потому что в 13 лет он мне преподал такой урок, что в 13 лет он рассуждал абсолютно как взрослый мужчина. И я в шоке была от всех его каких-то там умозаключений или поступков, или сколько мы с ним дискутировали на какие-то темы. Он меня просто убивал такими вещами, которые меня поражали. И это не только его семья его таким сделала. Это весь ваш народ, ваш менталитет. Он сплошь и рядом, он кругом, понимаете? И столько людей меня любят всего лишь за одного представителя своего народа, поэтому я восторгаюсь вами. Как у любого народа, наверное, есть свои какие-то вещи, которые для меня несколько, ну, может быть, пока новые, непонятные, да. Ну, и мне кажется, что на сегодняшний день мне вообще уже у вас все понятно, так же, как и я вам. Амалия, как ваши родные и близкие отнеслись к тому, что... Вы знаете, учитывая, что я решение принимаю всегда сама, потому что я с очень юных лет содержу всю свою семью, и поэтому я у них главнокомандующий. Мама у меня, к сожалению, умерла в сентябре 2019 года, полгода назад.
Папа у меня, я думаю, что, будучи человеком мудрым, он абсолютно отнесется к этому с пониманием. Дети всегда знают, что мама права. Все, что мама делает, мама редко ошибается, поэтому если мама это сделала, значит, так было надо. Ваш сын очень долгое время жил здесь, с Юсупом, тренировался у главного тренера бойцовского клуба «Ахмат». Мурата Бичуева, и жил у него. И причем, знаете, как я могу не любить вас или не любить вашу религию, когда он в двухкомнатной квартире вместе со своим ребенком новорожденным, супругой со своей, и еще моего ребенка. Я могла ему квартиру снять или чего-то. Мурат сказал, нет, он будет жить у меня, и все. И он заботился о нем как отец. Было что-то такое, что, знаете, вот сын вам звонил и говорил с восторгом, мама, а знаешь, а вот здесь так, вот здесь, что его очень сильно удивляло, приятно удивляло здесь, в регионе. Когда он в прошлом году был здесь 2 года, это исправительные работы у нас были, он просто провинился, и мы ему на 2-й день купили билет в Чечню на перевоспитание, потому что я знаю, что самое надежное место и безопасное – это Чечня. И теперь мы, какой-то, извините за сленг, косячок делают они, то они сразу говорят, что, мама, у нас уже билеты до Грозного на полочке лежат. Я говорю, ну, конечно. У него было впечатление, что он сказал «вау», да? Да. Ну, конечно, он здесь жил. Вообще, это не в его характере говорить «вау», но если он уже молчит, потому что он у нас сильно с мужским характером, если он молчит и не говорит, что плохо, значит, все просто супер. Уже поэтому можно сделать, что все просто супер. Как ему могло не нравиться, если он с самыми лучшими бойцами клуба «Ахмат» тренировался и с такими людьми, как Абузайт Висмурадов, рядом постоять-то за счастье. Мурат Бичуев, который его воспитывал, и все ребята, Ушугов, Беслан. И да, я, если кого-то не назову, я очень их обижу, поэтому я лучше... Скажите все. Да, все, конечно, все, конечно. Юсуп, иди к нам. Ты можешь его оставить кому-нибудь? Нет, возьми, с ним еще интереснее Да, будет. конечно. Садись. Это у нас, я вам скажу, просто у вас интервью не будет шаблонным таким. Это, Юска же, в мусульманской вере собак нельзя держать и трогать. Держать можно, но нужно руки мыть. И поэтому мне подарили котенка, у меня завтра день рождения, и он хотя мне, совершенно у нас тоже такие есть, но я в него так влюбилась, да, он такой милашка, что я его, конечно, забираю, и сейчас Мы вас, в Уфу... конечно, поздравляем с наступающим. И вот какой вопрос. Амалия, вы человек, у вас есть семья, плюс вы заботитесь о Юсупе, плюс вы занимаетесь благотворительностью, вы еще и депутат городского совета. Как вас на все хватает? Я же вам говорю, вот сразу вы там спрашивали про то, что кто-то молодой, кто-то не молодой, что-то мы там шутили, да? Я же вам говорю, я и 80 лет буду такая же, дай его Бог, понимаете? У меня совершенно в голове абсолютно, там совершенно мир такой не замшелый. Поэтому я успеваю все. Вы знаете, бывает, что вам пишут нелицеприятные вещи, что вы все делаете для пиара, что вы делаете все для того, чтобы ваше имя было на слуху, у вас какие-то определенные цели. Что вы скажете на этот счет, Амалия? Мне так смешно, когда это говорят. Знаете что, еще бы я хотя бы с этого, если уж говорят корыстные цели какие-то, то, наверное, это, скорее всего, материальные какие-то блага. Я никогда в жизни, даже мне в Чечне здесь предлагают какой-то бизнес открыть, что-то сделать, я категорически отказываюсь, потому что я не хочу, чтобы когда-нибудь мой дружественный народ чеченский меня упрекнул в том, что я пришла сюда с корыстными целями. Вот моя вся корыстная цель, и поэтому я его безумно люблю. Вы знаете, я уже неоднократно на этот вопрос отвечала, он меня немножко... я вынуждена на него, я и 100-й раз на него отвечу, вы понимаете? Вот он взорвал мое сердце. Я что, виновата, что он оказался чеченцем? Или кто виноват? Виноват ваш менталитет, виновата его семья, которая его таким воспитала, виновато его сердце, которое меня взорвало, понимаете? И вот сейчас мы сидим,
себя в номере. И он мне извиняется вчера, сегодня говорит: Юль, я так мало с тобой побыл, да, и извиняется. У нас не на камеру, у вас менталитет такой, что на камеру мы не можем. А когда мы наедине или где-то идем, или где-то сидим, или кушаем, мы очень много друг другу говорим сентиментальных вещей и родных, какие бы вещи могли говорить друг другу мама и сын. Хочу сказать всему чеченскому народу спасибо за то, что вы всего лишь за одного представителя, которому я сделала добро, и не только я одна, вы меня, вся нация меня любит. И поэтому это вам глубочайший поклон, что я заслужила такое. А насчет хайпа, насчет всего этого, вы знаете, у меня и так этого всего счастья хватает. И я абсолютно не жизнь, не с изного начинаю, мне не 20 лет для того, чтобы мне на сегодняшний день как хайп, пиар какой-то нужен был. Вы знаете, я трачу больше на это денег, Я, кроме морального удовлетворения и любви с вашим народом, я говорю, у меня уже родная республика ревновать начинает, честное слово. Амалия, а вот насчет родной республики, вы не думали, вот, хватит постоянно приезжая, жить по отелям или снимать? Вы не думали приобрести домовладение здесь с последующим переездом на постоянное место жительства? Ну, на пенсию, когда выйду, да, я перееду, возможно, в Чеченскую республику. И поэтому, пока что-то я к пенсии не готова. И хочу сказать, что нет, не надоело мне ни по отелям, ни почему. Рамзан Ахматович Кадыров Юсупу в прошлом году подарил шикарную трехкомнатную квартиру и оказывает постоянную заботу о нем. И поэтому я могу жить и у него, но я не хочу ни его обрекать, ни себя на неудобства, потому что у него уже своя, это его пространство, это его жизнь, у меня своя, и поэтому нам удобно друг друга, не в этом дело. Но квартиру вообще, да, я думаю, что я здесь куплю квартиру. Когда ты узнал, что Амалия приняла ислам, ты обрадовался, был рад? Вот свои ощущения опиши. как раз vision شرح الواتش توصل تلفون أصلا تلفون دعتي واتش ليش عشرة تصقى باخان شتوي تو شاش نقصد يعتيله خزخي ترى أنا شو سمقات عليه سبب الديش خزيتر. Можно сказать, ваш практически сын. Он не практически, он мой сын. Ваш сын. Он во всех конкурсах, во всех проектах, в которых он участвует, он занимает призовые места. Вы радуетесь его успеху? Конечно, радуюсь. Вся Чечня радуется. Представляете, как я радуюсь, как папа его радуется, как он радуется. И я еще раз говорю, у вас настолько, Рамзан Ахматович, вы, может быть, к нему привыкли, хотя я знаю, что все его ценят и благодарят его. Есть только некоторые, просто слабоумные, что ли, которые вообще могут его критиковать. Он бесценность, я его всегда называю, это великий человек, который свою республику, вот во многих регионах даже Великой Отечественной войны не было, а там нет такого порядка, красоты и чистоты, как есть у вас. И поэтому это только его заслуга. И Ахмад Хаджи Кадырова, которые сделали мир. Они просто закоренили этот мир, и я думаю, что на сегодняшний день сломать вот все, что вот это сделано, это надо быть маразматиком. Я думаю, что ваш Рамзан Ахматович никогда в жизни такого не позволит, чтобы ваш народ опять страдал, настрадавшийся народ, и чтобы была какая-либо война с чьей-либо стороны. По крайней мере, с вашей, я знаю, точно не будет, потому что я теперь уверена, зная ваш народ, что вы очень миролюбивый народ. Первый приезд в Чеченскую республику. Что вас больше всего поразило? Что поразило? Я приехала с охранниками, мне пришлось их на следующий день отослать снова в Москву, потому что мне было стыдно с ними тут ходить. И видя ваших охранников, и видя ваш мир, спокойствие, вообще больше чего поразило, знаете, жвачку некуда кинуть. Некуда, даже совесть не позволяет ее даже в траву бросить. Вот только урну ищешь. Вот так вот чисто. Меня поразило то, что я приехала в совершенно другой мир, который мы, допустим, за периметром вашей республики несколько иным слышали, знали, видели. Меня поразило это все. И чтобы вы... И еще впечатление мое самое главное было, когда я его увидела в Инстаграм, и когда я с ним встретилась воочию,
я, понимаете, вот я его каким представляла, и когда я его увидела воочию, он был абсолютно точно таким же, каким я его там себе нарисовала в голове, понимаете? То есть я абсолютно четко вычислила, что он такой. И он такой до сих пор. И я его безумно люблю. Он был маленький, но вот с таким огромным сердцем. У меня уже очень много друзей здесь. Что бы вы пожелали вот этой земле, этому народу? Я при том, что я знаю все ваши праздники, я знаю все ваши горестные праздники, все радостные праздники. И 23 февраля, несмотря на то, что и я депутат своей республики, и мой Инстаграм тоже мой народ смотрит, и, может быть, тоже скажут, почему она в день 23 февраля, когда День защитника Отечества, вы знаете, я не... Как вам сказать, мне не безразлично мнение уважаемых людей. Уважаемые люди для меня это которые люди с большим сердцем и по-настоящему люди уважаемые, а не от их положения, статуса какого-то там чиновничьего. Мне, конечно, важно общественное мнение, но в этом я знаю, что мне перед Богом ответить и что ему спеть, понимаете, как сказал Высоцкий.